Так, ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня тоже мы проведем стрим. Пытаюсь проводить каждый день. Каждый день не получается. Ну, будем хотя бы несколько раз в неделю выходить в эфир, стараться общаться и предоставлять информацию, чтобы враг взял, я знал, что его ложь и его инсинуация, его пропаганда, она у нас не проканает. Иногда смотрю, почти каждый вечер пытаюсь смотреть, каждый вечер тоже не получается смотреть Соловьева, там, Скобеевщину, вот эту разную. Но, чтобы иметь представление, о чем все-таки они говорят. Конечно же, уже у них их пропаганда уже дошла до такого уровня, что просто маразм, просто абсолютный маразм. Абсолютнейший просто. Но есть люди, которые смотрят, есть люди, которые поддерживают, и их очень много, и это, знаете, вкупе с небезопасностью, с опасностью, это вкупе дает результат. Поэтому ты думаешь, лучше-ка я буду за Путина, или там буду за войну против Украины, чем буду возмущаться, да, потому что Украина где-то там натовские войска, да, когда проиграют, придут, скажут, я ничего не мог поделать, я находился типа в заложниках. А русские КГБ, спецслужбы, типа соплеменники их, они тут рядом и в любой момент придут. Поэтому уже так работает, кнут и пряник такой, кнут и пряник. Работает их система пропаганды, большому сожалению, работает. Но это она всегда работала. И русские, они по большей части всегда шли на поводу этой пропаганды. Не сопротивлялись, потому что их никто не оккупировал. Безопасно они себя всегда чувствовали. Это во время Второй мировой войны, когда Гитлер был под Москвой, тогда они массово переходили на сторону врага, так называемый, хотя это в принципе одинаковая идеология была. И там, помните, да, миллионные армии предателей, так называемых предателей, которые переходили на сторону нацистов. И русисты переходили на сторону нацистов. Поэтому русские в России себя относительно чувствуют безопасность. Плюс у них атомное оружие, их постоянно успокаивают, что у них атомное оружие. И им угроза реально от ближайшего вот этого отделения полиции, от ФСБ, там, от своих соплеменников. Но если дать им свободу выбора, наверное, они по-другому себя повели бы. Или нужна угроза более опасная, более весомее угроза должна быть для того, чтобы русский перешел на сторону, например, Украины. И так далее. Так что вот такие вот дела, друзья. Так, давайте я почитаю ваши комментарии и потом я вам расскажу, что у нас происходит в Украине. И расскажу, что сообщает Генеральный штаб. Нью Горизонт. Ассаламу алейкум. Астан кишка танка на Зеленского. Ва алейкум салам, Нью Горизонт. Да, Чечня была, есть и будет. Независимое государство. Чечня не Россия. Да, Оша Машвойль. Крупер. Машвойль. Крупер. Когда Zoom эфир? Zoom эфир, ты хочешь выступить, Крупер? Давайте сделаем. На этой неделе можно сделать. Плохтый Алексей. Ассаламу алейкум, Асан. Алейкум салам, Алексей. Так. Ваша Кицаумаду. И Цеуш салам лой. Дадерс диз и хор мас. Хацанник вистхульш трехэтажный салмаш. Хаюич далуш хамилш меан хед. Нах цакы дючуна. Окей. Иди духвайта. Да, нис до хор стриме хаваич масана. Салам
Дельч долш мадой масяга. Так, улушхайна. Масураник салам дельча. Нисадат. Аслан лорс. Валейкум салам, Машуа. Вот такие вот дела. И вот Путин приказал уничтожить Зеленского. Это хотя бы такая минимальное восполнение этого сатанистского своего какого-то русистского нутра. Также они не хотели разговаривать с Джохаром Дудаевым. И вообще вот этим ублюдкам фашистско-российским им важно убить первое лицо. А сейчас Зеленский выступает как лидер Украины, как гетьман. Большому сожалению, Зеленский он прям целенаправленно обходит стороной чеченскую тему, целенаправленно подчеркивает свое, дистанцируется от чеченцев. Мы знаем, как вносили в список, в санкционный список чеченцев, которые там в Украине жили до войны. Если бы не вооруженные силы Украины, я не знаю даже, и патриоты Украины, даже не знаю, как бы вообще это все выглядело бы с другой стороны. И есть большие, ну, и знаете почему? Ну, как бы, во-первых, это информация такая, вброс есть, что вот Зеленского приказано уничтожить. Ну и вот в разных в ТикТоках, в разных социальных сетях замечаю, что вот Зеленского надо убить. Зеленского уже вот эти так называемые военнослужащие российские, по факту наемники и оккупанты, уже начали говорить, да, Зеленского надо убить и так далее, и так далее. Но это такая задача минимум, которую они хотят, наверное, выполнить. Уничтожить Зеленского. Много лет они готовили кадры для этого. Владимир Зеленский, опять же, я это должен сказать, потому что я бы был бы не я, если бы я не говорил бы полностью правду. Смотрел его конференцию, и Владимир Зеленский там ни разу не произнес про своих защитников, чеченцев, которые воюют в Украине. К большому сожалению. Я думаю, после этого просто чеченцам не стоит вообще ехать воевать. Те, кто там есть, конечно, будут и так это делать, а так не стоит. Если президент то так относится, я думаю, после этого, после войны опять Зеленский внесет нас, наших там защитников, в санкционный список. И Владимир Зеленский на полном серьезе, в битком забитом зале вестибюля метро, киевского метро, где проходила пресс-конференция, на полном серьезе говорит, что такой страшной войны никогда не было там и так далее, и так далее. Я понимаю, что когда много людей, Владимир Зеленский по привычке может поднять настроение, хочет людям. Ну, во-первых, это не место для шуток и не тема для шуток. Во-вторых, это Владимир Зеленский этим не смешит, а показывает, что он просто не владеет темой. Или же когда он там в Кремлевском зале выступал, когда этот геноцид был пострашнее Бучи. Представьте, что Владимир Зеленскому я обращаюсь. Представьте, что Буча произошла на территории не маленького городка, а маленького государства миллионным населением. И представьте, что вот это миллионное, вот эта Буча, эти преступники, жертвы, никому до них нет дела. Наоборот, этим преступникам помогают, их поддерживают, а Владимир Зеленский еще приезжает в Кремль и там в КВН, там где-то их веселит, выступая. Вот этих преступников, которые эту Бучу в маленькой этой республике совершили. И вот эти жертвы, которые оказались в Буче на всей республике, эти жертвы оказались оставлены без какой-либо реабилитации, поддержки и так далее.
Поэтому такие вещи, мне кажется, Владимиру Александровичу нужно очень аккуратно говорить. Ну, это ладно, Владимир Александрович из другого бизнеса пришел, и вообще, может, ему не было дела. И я вообще не виню Владимира Александровича в том, что делали русские фашисты. И даже то, что он их развлекал, я не виню его за это. Меня еще больше, чем Владимир Александрович, удивили журналисты, которые там сидели. В том числе хорошо к нам относящиеся азербайджанские журналисты, другие, третьи, европейские журналисты. И никто не сказал, вы что вы говорите такое, Владимир Александрович. В Чечне же было то же самое. При всем при том, что Чечне никто не помогал. Я ни в коем случае, чтобы меня понимали, вот меня смотрят украинцы, меня поддерживают, пишут комментарии. Я ни в коем случае не хочу принизить то, что происходит в Украине. Украинская война, русско-украинская война. Кстати, да, было бы неприятно, если мы ее называли украинской войной. Русско-украинская или российско-украинская война. Она нисколько не принижаю, она святая, благородная, настоящая, светлая со стороны Украины. И она законная, легитимная во всех отношениях. Это и в религиозном, и в человеческом, и в правовом, во всех смыслах этого слова. Но нужно же отдавать отчет тому, что вы говорите. Президент же это говорит. И даже больше, чем президент, меня журналисты битком набитом зале никто не сказал. Вы что? Вы что говорите, Владимир Александрович? Такое, ну, или хотя бы намекнуть. И потом Владимир Александрович, вроде бы как бы поправляя себя, говорит, что ну там с другим государством. Так вот, Владимир Александрович и весь мир, мы другое государство. А если мы не государство, то и Украина тоже не государство. А если вы послушаете русских, то Украина не государство, как и Чечня, как и Казахстан, как и другие республики бывшего Советского Союза. Поэтому если их слушать, поэтому это не совсем верно. Поэтому я должен был это сказать, как бы я не относился хорошо к Александру Зеленскому. Еще, знаете, вопрос такой есть. Тоже очень важно сказать, чтобы меня тоже услышали, и мои друзья евреи услышали. Я не говорил на эту тему, когда сейчас вот эта палестинская вот эта опять провокация началась. Я опять, ну, как бы промолчал, не стал ничего говорить. Ну, так говорил, на чеченском говорил у себя в стриме, так говорил, на русском говорил. Ну, прямо нужно об этом сказать. Мне кажется, вот эта палестинская, вот эта очередная провокация, которая была устроена вот в этой мечети Аляксии, там, она была приготовлена специально подчеркнуть, что, вот, потому что Владимир Александрович Зеленский это президент еврей Украины, и показать ему, что смотрите, как чеченцы, например, относятся. И в чеченцам сделали такой вброс, вот эти там разные граждане, которым дают паспорта Ичкерии почему-то. Сосветлинский там говорит, там, мы всех вас убьем, евреи, мы туда придем там и так далее. Сосветлинский, который там занимается, такой мулла есть дагестанский, к чеченцам он отношения не имеет, но почему-то его пропагандируют среди чеченцев. Не знаю, почему его пропагандируют. И почему ему дали вообще гражданство, ичкерийское правительство Закаева, так называемое. Зачем это сделано, я не понимаю. Но вот этот человек, другие люди, там вот эти проповедники начинают там винить во всех евреев, там Израиль, там и так далее, и так далее. Вы попробуйте в Москве в мечети выйти и что-то сделать, например, да, там есть мечеть на, где там, на Лужника, на Олимпийском, по-моему, вот эта большая мечеть. Там шел ремонт, там закрыли мечеть, и никто даже не вякал, вообще даже в голову никому не приходило, что можно выйти и там кидать камни в полицейских и так далее. И если бы в Москве мусульмане, которые защищают Аль-Аксу, да, ну якобы они ее защищают, если бы они в Москве вышли бы, не в Москве, в каком-нибудь в Татарстане, в каком-нибудь там Махачкале, где полиция не разрешает, если бы вышел бы хоть один мусульманин и кинул бы камень в полицейского, то я думаю, по нему применили бы намного суровее бы меры, чем те, которые применяют еврейские, там, израильские полицейские.
среди которых 100% есть и арабы, полицейские, и так далее, и так далее. И, конечно, это такая провокация была, которую поддерживают. И я бы хотел бы обратиться ко всем мусульманам России и чеченцам, которые ставили себе там аватарки там, за Палестину там, и так далее. Русские, ФСБ, российская армия убила 30% от нашего народа. ФСБ убила. До этого она еще НКВД выселяли, вы все это знаете, еще убила 60% до этого во время высылки НКВД. На протяжении вообще нашей истории миллионы чеченцев и десятки, наверное, миллионов кавказцев, мусульман России, русские убили. Просто физически уничтожили. Так, я предлагаю вам, вот, тем, кто ставит аватарку там Палестину, там Сосетлинскому, там еще каким-то там семейным имамам, поставьте аватарку и чеченцам, и другим мусульманам России, оккупированным чеченцам и мусульманам России. Поставьте аватарку ФСБ террористической организации. Если вы мужчины, если вы мусульмане, давайте поддержите меня, поддержите настоящих своих врагов, обозначьте. Что вам сделали Израиль, что вам сделали, сколько Израиль сбросил на вас атомных бомб или там бомб, или сколько там ваших мечетей сожгли. Аллах говорит, пророк говорит, мир ему, что он дал бы уничтожить все мечети на этой земле, главное, чтобы один человек невинный не пострадал. И о какой-то мечети, которая святая, ценная для мусульман, никто не спорит. Ну, всего лишь из камня и цемента сделанное здание. Убили 300 тысяч чеченцев. Где Сосетлинские, где там разные тузики, где разные вот эти, где, которые говорят, не говорят. Если вы мусульмане, если вы искренни в своих побуждениях, если вы честны в своих побуждениях, если вы реально переживаете за мусульман, за врагов мусульман, фашистскую Россию, ФСБ, ГРУ их, военная банду нападения их, поставьте их себе, назовите их террористами, назовите их фашистами, назовите их теми, кто уничтожил треть чеченского народа, устроили геноцид чеченского народа. Если вы мужчины, если вы мусульмане, сделайте это. Но вы не сделаете, понимаете? Потому что вы делаете только то, что вам скажут сделать, потому что вы пребываете или в пропаганде, или же вы являетесь пособниками вот этой всей пропаганды и вот этой кремлевской фашистской машины. И вот я бы хотел бы обратиться, вот, может это Зеленского, у меня вот задело интервью, вот этого пресс-конференция Зеленского, где он очень много говорит, и Зеленский говорит, грузины наши братья там и так далее, грузины наши братья тоже очень любим, уважаем наших кавказских братьев грузин, но его окружение, его вот этот Арахамия, который его брат, я думаю, через него он называет Басаева там террористом и так далее. Тогда вот сейчас в Брянске взорвали нефтепровод какой-то, да, нефтескважину. Значит, это украинские террористы взорвали, получается, да? Вы знаете, что у Басаева за 10 дней до того, как он пошел в Буденновск, 11 членов семьи убили, женщин и детей. Вот такие вещи. Ну, я знаю, да, грузины не любят Басаева, многие грузины не любят. И я признаю, что это неправильно было ехать воевать в Грузию, вмешиваться в этот абхазо-грузинский конфликт. Но тогда был грузин Шеварднадзе, КГБшник, который хотел убить абхазов, которые боролись за свободу. И это выглядело так. А 20-летние, 25-летние пацаны, которые туда добровольцами поехали, несколько десятков человек, в том числе и Шамиль Басаев там был. Это ни о чем не говорит. Плюс мы готовились к войне, мы думали, что Шеварднадзе это враг. В принципе, он и был врагом Грузии. Он один из тех, кто
угнетал и довел до самоубийства или убил Звиада Гамсахурдия и так далее, и так далее. Но потом выяснилось, что Россия это зло, которое не помогает Абхазии, оккупирует ее, абхазы не стали сопротивляться против России и так далее, и так далее. Это мы все знаем. Но мы и также знаем, что на протяжении всей этой истории долго на протяжении всей этой истории, когда нас убивали, долго все поддерживали. До единого государства, до единой Советской Республики. Ну, не до, конечно, страны Балтии, там нам это безоговорочно всегда четко знали, кто их враг, и не смешивали пропаганду, вот исламские террористы, мы какие-то там каратисты и так далее. Всегда знали, что есть чеченский народ, борющий за свою свободу. И страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония всегда нас поддерживали. Особенно Литва выделялась в этом, из этих стран. Поэтому поаккуратнее так. Хотелось бы, чтобы все это было так. Знаете, я тут сюрдик, леди хайо сюрдик. Хотелось бы еще тут, скажите, пожалуйста, как вы думаете, как вы оцените армию кадыровца, как армию, как воинов? Богдан Гальченко. Богдан, знаете, у Кадырова нет никакой армии. Это армия ФСБ, чтобы вы понимали. Есть такой полк Ахмада Кадырова. Я вам факты, только факты, чтобы вы не думали, что я как-то голословно пытаюсь там что-то сказать и так далее. В советское время была армия КГБ, вооруженные силы КГБ. Об этом пишет Абдурахман Авторханов. Это было, есть, и армия всегда у КГБшников должна быть. Она не такая сильная, мощная, как у вооруженных сил Российской фашистской Федерации, так называемой Федерации, но они всегда были. В 2017 году есть такой парень Сулейман Гизмахмаев. Это человек, бывший сотрудник полка имени Ахмада Кадырова. Понимаете, название полк имени Ахмада, второй полк имени Ахмада Кадырова, его название. Расположен, расквартирован он в Старопромысловском районе города Джахара, бывший Грозный. Вот он приехал сюда, в Европу, в Германию, и рассказал нам историю, что там казнили, на территории этого полка казнили одновременно 13 человек. 12 были задушены, одного застрелили. И все это, вот этот полк имени Ахмада Кадырова, еще раз, полк Ахмада Кадырова, название Ахмад Кадыров полк, получал указания от УФСБ, от банды УФСБ по Чеченской Республике, непосредственно начальником был Игорь Хвостиков, который давал команду задерживать определенных лиц, они их прослушивали там и так далее, задерживать определенных лиц, этих лиц задерживали. Вот этот полк второго Ахмада Кадырова, второй полк имени Ахмада Кадырова. Потом есть ОМОН Ахмада Кадырова, там еще там у них там называется Собор, Терек, по 40, Собор Ахмад сейчас называется и так далее. Это все банды ФСБ. И они задерживали этих людей, потом ФСБ приходила, допрашивала, ночевать оставались в их полку, в этом, допрашивали с пристрастием, как это делается оккупантами всегда и везде, и украинцам это не нужно объяснять теперь. Пытали, убивали, выделили 11 человек, не 13, 11 человек выделили из них амиров, так называемых, и казнили их. Когда их это ФСБ выделило, казнил полк имени Ахмада Кадырова, выделял этих так называемых амиров, то есть командиров, выделили ФСБшники. Их документы берут ФСБ, отправляет своим военным в Сирию, уже с людьми, с похожими на этих людей, которых они казнят, отправляют их туда, в Сирию, и их телефоны отправляют в Сирию. То есть российские военнослужащие с чеченскими паспортами, у кого родственники находятся, там, погибли, там, ну, по истории же вы обычно проверяете, да, вот я Арцуев Аслан, у меня там, например, дядя, там, брат, сват, кто-то погиб.
И вот меня казнят, с моими документами отправляют человека, и он в Сирии представляется, может быть он чеченец, может он дагестанец, может он русский, который говорит на чеченском языке. Его отправляют в Сирию, и он там уже вливается в ряды ИГИШ и так далее, и так далее. Но это уже другая история, которую я неоднократно рассказывал. Так вот, никакой армии Кадырова нет, есть армия ФСБ. Никакого провала Кадырова нет, есть провал ФСБ. Кадыров это марионетка, Кадыров это ноль без палочки. Кадыров это тот же Демирханов, Кадыров. Это только люди, которые могут вот сидеть как блогеры и что-то говорить. За ними стоят целая служба ФСБ. Понимаете? Ничего более того, что делаю я, они делать не могут. Ну, конечно, Кадыров, в отличие от меня, от других людей, является гауляйтером, у него есть определенные полномочия, ему есть люди, которые ему доверяют и так далее. Но каждый из его окружения, начиная от Магомеда Даудова, других третьих, имеют своих кураторов. Магомеда Даудова, например, не может снять Кадыров, который подчиняется там Путину и ФСБ и так далее. Так вот, это я вам, чтобы вы понимали, что такое армия Кадырова, я вам с фактами приводил, что никакой армии Кадырова нет. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, как вы оцениваете армию Кадырова? Я не воевал с ними, как их оценивать. Я не знаю, как они воюют. Я знаю, что они каратели, я знаю, какие функции они выполняют. Но как воины они не используются. Но я могу сказать о человеке, мнение человека, который воевал с ними и сталкивался с ними в боестолкновении. И это очень опытный военный. Это Шамиль Басаев наш, легендарный генерал Шамиль Басаев, которого Владимир Зеленский назвал террористом, хотя он был диверсантом. Он сказал, что он бы хотел бы, когда ему задали вопрос про кадыровцев, он сказал, это пустое место, которое не стоит обсуждать Бабицкому, он бы сказал, что он хотел бы, чтобы вот эта доблесть и воинское вот это умение сражаться, ну вот я приблизительно цитирую то, что он сказал. Я бы хотел бы, он сказал, чтобы у русских, российских военных была бы такая же доблесть. Понимаете? Вот тех русских, которых вы бьете каждый день, уже 20 с чем-то тысяч, я вам сейчас покажу, сколько их уничтожено на сегодняшний день. Вот Шамиль Басаев сказал, что эти русские, он хотел бы, чтобы у этих русских, с которыми он воюет, была доблесть, как у этих кадыровцев. Вот делаете вывод. И вам пытаются представить какую-то кадыровскую армию. Вас хотят понизить в ранге, в статусе. Мы с этим сталкивались, и мы продолжаем с этим сталкиваться. Так называемые блогеры, цеховики, которых запускают при помощи российской спецслужб, при помощи турецких спецслужб и так далее, эти люди тоже пытаются снизить наше сопротивление до уровня Кадырова, потому что на уровне Путина они сами решать собрались. Вот украинцы вас тоже пытаются опустить до уровня Кадырова, который вообще вам не уровень. Это как вам опуститься до уровня Пушилина, Дениса Пушилина, который возглавляет так называемую ДНР. Вот вас пытаются опустить до этого уровня. Поэтому формулируйте правильно, друзья. Понимаете правильно, что происходит. Я надеюсь, я вам доходчиво смог объяснить. Так что вот так вот, друзья. Если еще будут вопросы, говорите. Так, Аслан, они специально тебе задают эти вопросы про тиктокеров. Таким образом, они не сводят твои эфиры до уровня русской пропаганды, про какую-то их роль. За все стоит Рашка просто. Крупер, я думаю, если я им вот так объясняю, это очень важно вот так объяснить, многие, кто постоянно пытается нам рассказать про кадыровскую армию, после такого разъяснения, я думаю, у них немного останется сомнения в том, что я не придумаю, что. Поэтому, может быть, кто-то говорит, знаете, еще некоторые могут задавать вопросы, потому что
пропаганда идет, что я как бы заслан Кадыровым, они мне пытаются представить. Как я на Кадырову, наверное, никто не навредил вот с того момента, как я начал этим заниматься. Но при всем при этом, как и ФСБ, и хозяевам, и остальным. Но при всем при этом такая информация забрасывается, и люди хотят проверить, как я отношусь к этому. Может, поэтому задаются те же вопросы. Ну и, наверное, и ты тоже прав в том, что ты говоришь. Аслана надо слушать внимательно и вслушиваться. Пересматривайте повторы, если не понять Аслана с первого раза. Понимаю. Так, Маир. Так, слава Ичкерии, слава Джохару Дудаеву. Русодификация. Вообще бы не надо туда ехать, мы и раньше говорили. Просто не трать время на них. Отвечай четко, коротко и просто. Это русские солдаты, русские войска и точка. Тиктокер. Кадыров, так. Аслан уже много-много лет говорит о том, что Аслан говорит, можно все концы было обрубить кремлевские с верхушки Украины. Так. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам, ва алейкум салам, ва алейкум ассалам. Вас всех приветствую. Ну, друзья, давайте я тогда сейчас вам покажу, что нам сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Итак, на 25, друзья, на 25 апреля 2022 года приблизительно ликвидировано 21 900 оккупантов, 884 танка, 2258 боевых бронированных машин, 411 артиллерийских систем, 149 РСЗВ, 69 засобы ППО, 181 самолет. Просто задумайтесь, 181 самолет, 154 вертолета. Просто задумайтесь. То, что делают сейчас украинцы, это невероятно. Они, вот то, что сделали над чеченцами и над сирийцами, сейчас в полной мере вот этих мерзавцев и ублюдков уничтожая, сбивая нашу сатисфакцию делают, восстанавливают справедливость. Это самые главные преступники. Я вас прошу, если вы будете менять даже этих летчиков, если вы всех будете менять летчиков, не меняйте. Вертолетчиков и летчиков. Прошу вас, не меняйте. 154 вертолета сбито, 201 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1566 автомобильной техники, 76 цистерн, 8 кораблей-катеров. Далее. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки отмечены на северодонецком направлении 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии РФ. Вот такие вот. Армия Центрального военного. И наибольшие потери за прошедшие сутки понес российский враг на северодонецком направлении. 30-я независимая мотопехотная бригада 2-го объединенной армии Объединенной армии Центрального военного округа вооруженных сил фашистской России. Так, ну и 30 секунд вам видео, чтобы... Так, себя я сейчас скрою. The greatest gift of life are the real friends, those who are always nearby, both in a time of joy and in the time of challenges. Friends, Ukraine is thankful for your support in this hard time. Our friendship is our victory. Так что, друзья, совместно победим. Так.
Еще я бы хотел показать, как известно, за эти дни, за вчера горит, до сих пор горит, пылает нефтяная скважина, нефтехранилище. Так, сейчас, подождите, тут она 8 секунд, поэтому я вам... Сейчас. Брянской области. Гори, гори ясно, чтобы не погасно. Как говорится, благодатный огонь сошел на Брянщину. В большом количестве сошел благодатный огонь. Благодатный огонь, как понимаем, для нас он благодатный, для них он не очень благодатный. И, конечно же, тогда немножко вам российской пропаганды. На гражданском объекте это резервуар с дизельным топливом, который российской пропаганды для понимания, что происходит. Так. Сейчас. принадлежит частной компании. В 2 часу ночи произошел взрыв на гражданском объекте. Это резервуар с дизельным топливом, который принадлежит частной компании «Транснефть Дружба». И уже минут через 10-15 произошел второй взрыв на объекте, который находится за моей спиной. Это военная часть. Там находится склад, который специализируется на хранении как раз тоже дизельного топлива. На первом объекте, по предварительной информации, в момент взрыва находилось около 10 тысяч тонн дистоплива, на втором объекте около 5 тысяч тонн. Конечно, главный вопрос, который сейчас волнует всех, это причины случившегося, но сказать об этом что-то очень сложно, потому что, повторюсь, нет никакой официальной информации. Нам удалось пообщаться лишь с местными жителями, которые рассказывают, что слышали хлопки в момент взрыва. Ну, впрочем, такие хлопки можно слышать во время любого подобного ЧП. На место тут же незамедлительно выехали все возможные силы и средства регионального МЧС, которые продолжают работать и сейчас. Но пожары такой сложности, что потушить их в ближайшие часы вряд ли удастся. Также пока ничего не известно о пострадавших, но можно сказать, что к счастью, жилые объекты находятся близко от взорвавшихся резервуаров, но все-таки в достаточном удалении для того, чтобы не пострадали жилые здания. Так, и это еще не все, друзья. Еще у меня есть пущенный под откос поезд. Сейчас. Вот вам фотографию, ленту. Смотрите, пущен под откос поезд. Так, тоже Брянщина. Короче, наши работают под Брянщиной. Ну и задержаны люди по заданию ФСБ, планировавшие убить Соловьева. Короче говоря, Соловьева пытаются. Ну и, конечно же, еще одна хорошая новость. Новость за новостью. Это Эммануэль Макрон набрал 58. 42 набрала путинская генеральша Мари Ле Пен. И президентом становится Макрон. И я думаю, после этого Макрон и Франция больше будут оказывать поддержку для Украины. И тоже, смотрите, рекомендация от МЧС, это скриншот, который был на сайте МЧС, где они в случае ответного ядерного удара со стороны стран НАТО. По оперативным данным, во время массовых торжеств по поводу празднования Пасхи 24-го возможна угроза ответного ядерного удара со стороны стран НАТО. МЧС убедительно просит граждан самостоятельно привести подвальные помещения своих домов, а также близлежащие бомбоубежища, пригодные для проживания вид. Отдать инспекции оборудованных убежищ сотрудникам МЧС будет сообщено отдельно. Также гражданам необходимо создать запасы топлива из расчета 80 литров на транспорте средства питьевой технической воды, продуктов питания, длительного хранения, крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, сахар, соль и базовых медикаментов. Это скриншот с их сайта, который потом, эта информация была на сайте МЧС, который они потом удалили.
Так что, друзья, русские фашисты реально готовились к нанесению удара по Украине, и я вообще не сомневаюсь, что именно заявление Бориса Джонсона, то есть премьер-министра Великобритании, который сказал, что не согласовывая со своими союзниками по странам НАТО, Великобритания нанесет ответный удар в случае нанесения ядерного удара. Мне кажется, это самое главное просто, что просто могло быть за последние дни, то, что произошло. Потому что нанесение ядерного удара по Великобритании, оно бы изменить вообще расклад сил, и ситуация могла бы сейчас немного измениться. И я имею в виду даже не столько в физическом, военном плане, сколько в моральном, психологическом плане. Потому что украинцы даже до сих пор, до конца сейчас, они даже не верят, что вот эта победа им удается, что они справляются. Ну, сейчас будут русские закидывать, сейчас уже вы, наверное, слышали информацию, что называется военная специальная операция, поэтому надо войной назвать. Вот если назвать войной, то все пойдет хорошо. И вот у них вот вся проблема в том, вот они не могут победить Украину, потому что она не называется войной, а называется военная операция. Вот как они назовут войной, вот тогда все пойдет по плану, и все у них будет супер, просто отлично. Бедолаги, где он? Так. Давайте к вашим комментариям, друзья. Так. Народ, воин Крым, мы из-за них, верхушка Богдан, вопрос не знает, да сейчас вас убивают Путин и резко, а ты про космос. Они специально задают вопрос. Ну вот видишь, они задали специальный вопрос, Купер, а я Крупер или Крупье. А я развернуто рассказал, что ФСБ виновата. И вот то же самое я могу сказать к украинцам. То, что я сейчас говорил к мусульманам России, что главный враг ваш ФСБ и Министерство нападения фашистской России. И если вы реально не боитесь и реально хотите нанести вред своему врагу, говорите о ФСБ и о банде нападения. Но так как ваши телеканалы, а вот бизнес, вообще, когда Советский Союз разваливался, бизнесы и вообще республики попали под контроль КГБ, республик, в целом КГБ, они не заинтересованы говорить. Например, тот же Гордон, другие, третьи. Эти люди фактически являются теневыми хозяевами всех этих. В России откровенно они хозяева, в Украине не очень откровенно, в Казахстане откровенно они у власти находятся. Фактически вот контроль идет таким образом за бывшими советскими республиками. Называйте вещи своими именами, называйте ФСБ врагом, называйте, не опускайтесь до уровня Кадырова. Вы слишком крутые украинские, вооруженные силы Украины слишком крутые, чтобы опускаться до уровня какого-то там Кадыркина. It's me, TikTok. А мы считаем, что 95-й квартал тоже не случайно. Да, 95-й. Почему именно 95-й квартал был назван? Интересно. Асан уже много-много лет говорит об этом, что Асан говорит, можно во все концы было обрубить. Так, это я уже читал все. Слава Ичкерии. Надо бы объявить, намечается конвой с гуманитаркой Украину. Кто хочет, мог бы пожертвовать, тем более сейчас месяц Рамадан.
Ибрагим, я объявляю, давайте, дайте мне информацию, куда надо реквизиты отправлять, чтобы скинь мне реквизиты, я у себя выложу на сайте. Да, это уже следующий конвой гуманитарной помощи будем собирать и отправлять с удовольствием, конечно же. И вот смотрите, вы пишете орки. Мне кажется, это не совсем верно. Да, можно и фашистами, но фашист более оправданно. Мне кажется, нужно точно обозначать. Не значит, что нельзя говорить орки. Нужно и орки говорить, и все остальное. Все это нужно. Но нужно правильно расставлять акценты и обозначить, что это русская агрессия. Русская империя хочет снова закабалить Украину. Это нужно четко знать. Очень часто просто орки говорят. Она не несет в себе вот главную вот суть, смысловую нагрузку не несет вот слово орки. Многим оно непонятно. Русский фашизм, как по матрице, повторяет злодеяния своего исторического предшественника, фашизма немецкого. Мариуполь – это Герника сегодня. Фриман, Машуэль. God bless America. Казахстан, Астан, смотрю телеграм-каналы с Украины, судя по всем видео, русячки несут страшные потери, хуже, чем в Грозном в 94-96 году. Завалили трупами поля и поселки. Смысл этой войны? Генетический шовинизм. Казахстан, я очень рад, если это так, но я вам скажу, что за одну ночь, это просто сейчас пропаганда была, вооруженные силы Украины, между прочим, так не говорили. Это говорил Владимир Зеленский, говорил, и разные пропагандисты украинские говорили, что, причем абсолютно лживый вброс. За одну только ночь, новогоднюю ночь, по моим данным, я раньше получал эту информацию, 5000 человек, оккупантов было убито. По другим данным, за одну ночь 12 тысяч было убито. За одну ночь. За одну единственную ночь. Поэтому пока еще потери не хуже. Потери в русско-чеченской войне, в Чеченской республике русские оккупанты понесли от 80 тысяч до 220 тысяч. Это не считая раненых, убитыми от 80 тысяч до 220 тысяч. Так что еще есть куда стремиться. Я не против вот этих цифр, я хочу, чтобы люди не обманывались. Не обманывались. Те потери, которые понес чеченский народ, украинцы еще пока не понесли, дай бог не понесут. Так, все, что происходит в Чечне, происходит под руководством России. Россия – это империя зла и должна уйти из Чечни и со всего Кавказа. Россия – это абсолютное зло. Самое высокоточное оружие у России – это телевизор. Поражает мозг даже у тех, у кого его нет. Да? России надо засылать армию психиатров, чтобы раскодировать русское от имперской чумы величие русского мира. Чеченцам надо ориентироваться на Запад, так как русско-арабско-турецкие сказки чеченцам не помогут. Так. Латентный хоббит. Гордон, консерва ФСБ. Ну, я тоже так думаю. Упорядоченного русского чувства и так далее. В коих случаях осталось немного, как будто летит на захваченном самолете, который направили на одну из башен ВТЦ, и все пассажиры вокруг аплодируют. Любой демократ России покажет свое истинное лицо, если он ответит однозначно на вопрос Чечни.
На вопрос Чечни ответ: Чечня не Россия, Россия не Чечня. Чечня является суверенным независимым государством. Россияне живут, боясь признаться себе в происходящем. Россия это империя зла, это подавление всех прав, попрание самого главного права, права на жизнь. Россия это мракобесие. Нет у них главный президент РФ Кадыров. Путин задал вектор движения России на годы вперед. Судьбы миллионов людей, экономика России и ее будущее, по сути, принесены в жертву представлением о величии. Да? Украина потихоньку переходит в контрнаступление. Главное не останавливаться и гнать до самой Камчатки. Шульдамак. Да, абсолютно Шульдамак. Исбоа. Так. Ури, как передавали радио «Немецкая волна», за ночь в Грозном вошли с 4 сторон более 90 тысяч живой силы и 5 тысяч бронетехники. К утру больше половины не вышло. Ну, 90 тысяч, 45 тысяч получается, но если, может быть, с ранеными в том числе, наверное, да, наверное, так. Я слышал, за новогоднюю ночь 12 тысяч. И знаете, у нас одновременно, вот вам нагнали войск, там 200 тысяч там, и так далее, перед тем, как они вошли, около 200 тысяч было. У нас одновременно на маленькой территории было 400 с чем-то тысяч, 440 или 420 тысяч оккупационных войск. Одновременно загнано было туда. Благодаря этому мы и смогли большие потери им нанести. Потому что, как говорил Басаев, куда ни стрельнешь, попадаешь в оккупанта. Поэтому были такие большие потери у них. Но сейчас русские начинают мобилизацию. Они не отстали. Война еще не выиграна. Все возможности, все силы есть. Я сейчас вам покажу 155-миллиметровую пушку, которую украинцам сейчас передают и так далее. Но война не выиграна. Большому сожалению, эта война может еще затянуться. Ее предсказывают, что она надолго затянется. Но посмотрим. Посмотрим. Так, салам асам. Многие украинские журналисты приводят примеры Чечни и называют это внутренний вопрос РФ. Надо пресекать эти комментарии. Например, Роман Цымбалюк. Роман Цымбалюк овес, пропущенный через лошадь. Это хохол. Самый настоящий подрусский хохол. Поэтому он припеваючи жил, выступал на российском пропагандистском телевидении. Ему предоставляли слово. Это уже о многом говорит. Они не своих туда не подпускают. Поэтому Роман Цымбалюк с его мнением может идти далеко. Туда же, куда и овес. Так, если объявить, что в любой области РФ можно провести референдум о независимости, то Россия, скорее всего, сильно скукожится до размера Московской области, Московии. Так они передали, когда там много было журналистов. Так они передали, тогда там много было. Ждать, что у дегенерировавшего населения вдруг образуется причинно-следственная связи, нереальная задача. Будут с голода пухнуть, все равно твердить. Вы все врете, во всем виновата Америка. Да, абсолютно так. Много журналистов было в то время. Где, о чем ты? Фриман, антипутинизм. Все, что ты, Аслан, говоришь, нормально. Просто русский мозг не в состоянии это постичь. Да, вероятно, да. Так, сейчас я вам тогда покажу, какие штучки подарили украинцам. Какие штучки подарили украинцам. Сейчас. Вот она.
нашлась штучка. Это... Блин, куда делась? Это Archer, шведская 155-миллиметровая многоцелевая самоходная артиллерийская установка Archer. И вот я вам сейчас ее покажу. Это такая очень интересная вещь. Как вы понимаете, человек может не выходить даже из этого, оператор может не выходить, координаты есть, зарядили, что нужно, поехал, выстрелил и уехал с места. Просто идеальная просто система. Мобильная, быстрая, оперативная, короче, все супер, все супер. Так, друзья, ваш комментарий. Ваш комментарий. Это гаубицы могут стрелять снаряда ХМ-982 Эскалибур.
Ну, для меня это, конечно, немного что говорит. Ассаламу алейкум. Асан, извини за настойчивость. Если можно, с кем ты сотрудничаешь в своей работе? Быть и добиться чего-то одному невозможно. Чеченцам необходим общепризнанный политический центр. Ва алейкум ассалам, шариф. Что ты подразумеваешь под сотрудничать в своей работе? Я ни с кем не сотрудничаю. У меня есть друзья, вот, которых ты видишь в комментариях. Некоторые из них здесь у меня в комментариях. Модераторы, мои соратники, единомышленники. Вот, вот это вот все, с кем я сотрудничаю. Больше я ни с кем не сотрудничаю. И по большей части, чтобы тоже было понимание всего происходит, я то, что говорю, делаю, я говорю только лишь от себя. Мои друзья, мои соратники меня поддерживают, но я ни с кем не консультируюсь, не говорю, что вот я буду сегодня говорить на эту тему, на ту тему и так далее. Поэтому если я там на кого-то что-то говорю, что потом могут предъявлять, например, есть такой Хусейн Исханов, это депутат последнего нашего созыва парламента Чеченской Республики Ичкерия. Я являюсь его помощником, да, добровольным помощником. Если там кто-то может сказать, что Хусейн меня к чему-то подбивает, я слышал слухи, что я Хусейна к чему-то подбиваю. Это абсолютно не так. Мы можем с Хусейном иногда долго не разговаривать, не общаться. Там, я делаю. Поэтому я ни с кем не сотрудничаю. Общепризнанный политический центр, что ты под этим подразумеваешь? Вот мы пришли к такому состоянию сегодня, когда мы разрознены, внедрены среди нас агентура, чеченцы не доверяют никому, правильно делают, да, что не доверяют. И вот ведется очень такая массированная работа против нас. Поэтому фактически Чеченская Республика Ичкерия, она фактически уничтожена, как они представляют, что вот нету людей, которым она интересна и так далее. Хотя подавляющее большинство чеченцев хотят свою независимую, свободную Ичкерию, за которую мы заплатили большую цену, которая имеет юридические, правовые основания, но Запад трусливо, лицемерно, по какой-то своей там личной выгоде или по каким-то там высоким идеалам, не знаю почему, отворачивается от нас и как бы воротит нос от нашей темы. Русские пропагандоны, которые иногда представляются там представителями Запада, там работают там на Кавказ Реалии на каком-нибудь там или приглашают их какие-нибудь уважаемые Deutsche Welle там и так далее. Это вообще сейчас это не так сильно заметно, потому что мы тут начали активно прилагать усилия. И вообще ситуация изменилась, но это вот сейчас с войной она изменилась. А ведь еще 3 года назад или там 5 лет назад есть Ост-Вест канал, который никуда не делся, те же журналюги там сидят, просто они про чеченцев не говорят сейчас, потому что мы не даем спуску, сразу же реагируем. Deutsche Welle, другие, третьи, много кто постоянно, там исламский фактор, чеченский террорист там, и так далее, и так далее. И под этот шумок нам засланы блогеры-цеховики, которые изображают из себя религиозные деятели, при всем при этом они являются как антисемиты, но когда нужно, они становятся и за евреев, там, и вот так они в личных беседах, они рассказывают, что евреи главные враги, там не русские, не ФСБ враг, а евреи главные враги. Ну, это такая большая система, в которую мы сейчас пытаемся разобраться, создать гражданское общество, сказать, что мы есть, что у нас есть все основания требовать свои права, чтобы перестали нас убивать. Например, да, дома был запущен такой московский механизм, например, так называемый, который не работает, но при всем при этом пошел на спад. И знаете, что там получилось? Новая газета, которая взяла
взялась помогать Сулейману Гезмахмаеву, она связалась с бывшим судьей Ингулбаевым, с его сыновьями, которые оказались там в комитете против пыток, связанный, один работает там. И через западные фонды они получают деньги для вот этих Русадат, я их называю, Русадата, и они тем самым вместо того, чтобы финансировать вот эти фонды, нас финансировать, свободных людей, они финансируют тех, кто нас репрессировал. В этом им помогает Новая газета, Елена Милашина помогает. Там есть вот этот комитет против пыток, как его, Каляпин, да, которого долгое время не трогали, он там находился. Не знаю, кого он там, ФСБ он представляет, одно из крыльев ФСБ представляет, или военных он там представляет, и так далее. Ну, Кадыров его там выдворял, но тех мер, которые применяются, например, ко мне, к другим людям, конечно, к ним Кадыров таких мер не применяет. Они у них как бы в рамках правового поля с ними пытаются решать. Там разные акции проводят и так далее. Поэтому русские всячески пытаются перехватить инициативу. Мы, наверное, не дорабатываем. Запад, если бы хотел бы разобраться, давно бы разобрался бы, например, выделяя гранты для разных адатов, мадатов и других третьих, они бы выделяли бы никому попало, только лишь там из-за того, что Новая газета написала об этом. Да? Ведь на самом деле, ну и работу надо признать, там была поддержка, мы не будем преуменьшать работу, при всем при том, что мы видим, что они работают на себя против Кадырова, а Западу нужно кто-то, чтобы работал против Кадырова, потому что Западу Кадыров грозится, это один из столпов путинской власти Кадыров, и его нужно пошатнуть. И ФСБшники предлагают пошатнуть, Новая газета предлагает пошатнуть этого. И, соответственно, гранты выделяются, чтобы пошатнули. И Запад не думает об этической стороне вопроса, там, честности, правильности вопроса. Им нужен результат. А как там они между собой, там где-то там Аслан что-то говорит, там где-то Хусейн Исханов что-то говорит, или там Ибрагим Никархо что-то там сказал, это их, ну сказали и так далее. Они пытаются нас представить маргиналами, но это не так. Мы являемся выразителями мнения чеченцев, настоящих, независимых, свободных чеченцев. Некоторые чеченцы, настоящие, независимые, свободные, не понимают до конца, чего мы делаем. Потому что много есть работы против, которая ведется, ухватываются слова из контекста у того же Хусейна Исхана, у меня, у других третьих. Нас пытаются дискредитировать, меня представляют врагом мусульман, и Хусейна, и нас всех представляют врагами мусульман и так далее. Там, такими воинственными даже врагами, не просто обычными врагами. Поэтому ведется большая работа против нас. Но мы знаем, что подавляющее большинство чеченцев нас поддерживает и понимает, что мы говорим. И если независимому, свободному чеченцу разъяснить то, что я говорю, а эта работа происходит, за 3 года проведена колоссальная работа нами всеми. И многие поняли, что все-таки вот этот радикализм, который нам навязывался, что он не имеет ничего общего с мусульманством, с исламом. Это радикализм, есть радикализм, а есть ислам. Это отдельная тема. Есть наше государство, что есть Кадыров, который, да, его ненавидят чеченцы больше даже, чем, наверное, Путина. Потому что это самое обидное, самое неприятное, когда из тебя, из твоего народа уходит человек и делает то, что угодно русским, больше, чем русский требует от него. Но он делает то же, что делают русские, и даже, наверное, меньше, потому что в Самашках русские спарывали женщинам животы, убивали детей при ней, при матери, потом спарывали этой женщине живот и туда этого ребенка закладывали. Кадыровцы пока этого не делали. Ну, кадыровцы все остальное делали, в том числе и насилие, и так далее, и унижение. Но обидно, конечно же, и задевает это сильно, очень сильно задевает, когда это делает человек, который говорит на твоем языке,
который знает тебя изнутри, и ты его не можешь идентифицировать, как вот есть русский враг, все, враг. А здесь ты теряешься, ты не знаешь, как себя вести с таким врагом. Поэтому Кадырова очень сильно ненавидят в чеченском обществе. Плюс ФСБ, банда ФСБ, очень технично и грамотно преподнесло нам, что можно сказать что-то на Путина, но нельзя сказать на Кадырова что-то. Вот если ты говоришь что-то на Кадырова, за тобой обязательно на тебя там какие-то репрессии последуют. А вот на Путина там как бы не так. И таким образом, как говорится в той притче, сатана убедил людей в том, что его не существует. Что существует не ФСБ с Путиным, а существует какой-то человек с 3 классами образования, который не сможет управлять даже деревней какой-нибудь качественно. Если ему, конечно, не будет способствовать там система КГБ там, и все остальное. Поэтому нам вот это так представляет. Политического, общепризнанного политического центра, к большому сожалению, у нас пока нет. У нас есть разные группы. Есть Аят Эдигов, который президиум представляет. И есть Ахмед Закаев, который представляет так называемое правительство Чеченской Республики. Кто сейчас что будет? Есть еще группа людей, которые пытаются представить, они сидят в Турции, они пытаются представить себя такими религиозными сторонниками шариата. Они отрицают вообще полностью нашу демократическую Ичкерию, они на ее отрицают. И не знаю, что они собираются строить, но они, наверное, шариатское какое-то государство собираются строить под протекторатом Турции, наверное, они будут делать, ну, чтобы управлять было удобнее, чтобы мы не стали субъектом международного права, и мы не имели права требовать свои права на уровне международного права, на международном уровне. Нас, наверное, лучше мы будем построим шариат. И нам Турция скажет, мы вас обеспечим вам все, мы вам все дадим, стройте свой шариат и так далее. И такая Палестина получится. Ну, то хотя Палестина и то демократическое у них будет развитие, но мы как бы получимся, если послушаться вот этих людей, которые когда-то были рядом с Докой Умар, даже есть родственник там Дока Умарова, но по разным причинам, по каким-то странным течениям обстоятельств, они выжили и оказались некоторые в Сирии, некоторые в Турции, хотя некоторые люди, которые были с ними, они погибли. В плену, в том числе и женщины, которые оказались в плену, они погибли. А эти люди по какой-то причине смогли оттуда выехать и выйти. Ну, и находятся под защитой Турции. В данный момент они находятся. И на самом деле, тот же Кавказ-центр Маулади Удугова, это то же самое, вот, из этой же серии все идет. И нам это не отвечает, на мой взгляд, интересам чеченского государства. И политический центр наш должен строиться на нашей конституции 92 года, на том, что нам передал Джохар Дудаев, а не то, что потом уже начали при помощи спецслужб России, других спецслужб, некоторые люди, некоторые недалекого ума, в прямом смысле, политическом смысле недалекого ума, не владеющие полностью политической системой. Некоторые откровенно работающие на врага за деньги, за еще чего-то, за какие-то блага. Эти люди должны вот, довели ситуацию до той ситуации, которая у нас сейчас находится. Сейчас мы пытаемся, как мы можем, создать политический центр. Моя задача создать гражданское общество. Я долгое время поддерживал Ахмеда Закаева, пока мне, я это миллион раз рассказывал, пока мне не предложили человека, работавшего в правительстве Ахмеда Закаева, которого потом был уволен из этого правительства, не предложил работать на русских. Саид Магомед Какиев такой есть. Этот человек представлялся, что он работает на МИД, или на, как она называется, турецкую спецслужбу, он сказал, работает.
И Саид Магомед Каки, Саид Магомед Каки, как мы знаем, с большой бородой, там, религиозным деятелем стал и так далее. Человек, который клялся умереть ради Аллаха за Россию, который убил его группа, его люди. Он старый, еще со времен Дудаева, противник нашей независимости. Но они сейчас на религиозной волне, видимо, находят какой-то общий, какой-то свой, какие-то свои вот эти общие, какие-то у них точки соприкосновения находят. И они, главный их враг является, мы, ичкерийцы, фактически ими не рассматривались до определенного времени, уже никак. Был Ахмед Закаев, который вроде поднял этот флаг Ичкерии, и все. Вот он у него был, и никто про него, мало кто слышал и знал, чем занимается Ахмед Закаев там, и так далее, и так далее. И главный враг у них рассматривается Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров также является главным врагом Запада, Англии, США. Он грозится поставить, так как ему Путин говорит, скажи, вот он и говорит, поставить Америку раком. И, скорее всего, сам Рамзан окажется в этой позе, потому что такие вещи Америка не позволяет себе говорить и правильно делает, на самом деле, и нужно это сделать. Ну и вот есть еще другой игрок, это страна НАТО, демократическая страна, это Турция. Ну, почему-то, которая строит какое-то исламское, шариатское какое-то правление и так далее. И Эрдоган хочет быть правителем Турана, каким-то там, объединить всех под свое влияние и так далее, и так далее. Я ничего против Турана не имею, конечно же. Я категорически против, чтобы нас включали в какой-либо Туран, не спросив нас об этом, а только лишь какая-то группа людей из нашего общества захотела быть ближе, да, тот же Мавлади Удугов, который не замечен ничем хорошим для чеченского народа. Любого чеченца вы можете спросить, он вам расскажет, что Мавлади Удугов много горя принес. При всем при этом репрессии к Мавлади Удугову они тоже были, к его родственникам тоже они были. Значит, я полагаю, это там турецкий, там большая каша. И фактически чеченское общество, чеченское независимое, свободное общество, оно уже и не рассматривалось. И вот мы предлагаем общепризнанный политический центр, который поддерживается независимую Чеченскую республику Ичкерия времен Джохара Дудаева. И мы строим гражданское общество. И мы говорим чеченцам, вот смотрите, есть еще эта альтернатива. Можно пойти по дороге Талибана, который нам Турция навязывает через Имарат Кавказ там, и так далее. Навязывает нам вот эту ситуацию. И Ичкерия уничтожалась, если вы заметили. Дока объявляет Ичкерию через Удугова. Потом люди, ближайшие сподвижники Доки Умарова, оружие, все это, люди перевозят в Сирию. И в этом им способствует ФСБ, там в Чечне, РОШ, если быть точнее. В РОШ ходят как военные, так и ФСБ и так далее, российские. И фактически они вместе их устраивают. И Россию устраивает, что Ичкерия перестает существовать, потому что с Ичкерией подписан договор о мире и принципах взаимоотношений. И Турцию устраивает, потому что Турция собирается строить Туран, а чеченское государство, оно не вписывается в Туран. Оно должно стать частью. И там сидит Удугов, который там предлагает идею Имарата Кавказ. Это так, общая черта, я все детали не знаю, но мое представление об этом. Поэтому но мы должны построить свое независимое государство, которое имеет больше прав, чем Имарат Кавказ, чем исламское государство, чем какое-нибудь шариатское, которое новое образование, которое собирается строить. Мы построили государство, чеченское государство Ичкерия. И это государство должны понять молодежь, в первую очередь, которая должна объединиться вокруг этой идеи. И не обязательно это должен быть Ахмед Закаев,
Потому что после того, что мне предложили работать, я уже не верю просто. Да, я один из главных, тех, кто поддерживал, раскручивал и так далее. Видимо, это не нужно было, чтобы я поддерживал и раскручивал. Видимо, нужно было что-то другое. Может, нужно было бросить к ногам эту Ичкерию, это знамя, там, Турану или России или еще кому-то. Я не знаю всех вещей. Но нам нужна молодежь. И все, кто был раньше, воевал, принимал участие в войне, эти люди должны уйти из политической сцены. Должна прийти молодежь, которая не воевал, не принимал участие в войне. Но у нас есть демократическая правовая Ичкерия, на основе которой мы должны выбрать парламент и президента. У нас есть такая концепция обусловленной независимости, которую нам предлагал Министерство иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия еще там в 2000-х, в начале 2000-х годов, 2003-2004 годах. Она была из-за глупости, я считаю, была откинута, отброшена вот эта концепция обусловленной независимости. Сейчас, по истечению многих времен, большого времени, эту концепцию нужно немножко изменить, ее нужно почитать нам всем. Я ее читал, я начал о ней говорить, и мне Ахмед Закаев там, что типа не лезьте, не надо там. А я тогда, меня еще тогда не склоняли работать на русские спецслужбы из окружения Ахмеда Закаева. Поэтому я послушался и оставил эту тему. Но я считаю, что теперь у меня нет обязательств ни перед кем ставить, слушаться. Я считаю, теперь я вообще никому не должен. Я считаю, что я буду делать, как я считаю правильным, как мои соратники меня убедят в том направлении, я буду прислушиваться. И мы должны вот эту концепцию обусловленной независимости преподнести миру. Это должна сделать наша молодежь, эту концепцию обусловленной независимости писали при Ильясе Ахмадове, нашем министре иностранных дел тогда. И мы все это должны совместно провести большую работу, и нам Запад должен помочь. В первую очередь это касается Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Вот если эти страны нам помогут, у нас есть шансы. Но если они нам не помогут, у нас иллюзорные шансы, потому что будет очень сложно. Очень сложно, потому что очень разные здесь группировки есть, которые эту власть пытаются прибрать себе. Ичкерию они все забыли. Ичкерию это вот мы реанимировали, по факту. Да, был флаг где-то у кого-то там, у Ильяса, у Идигова Аяда, у Ахмеда Закаева. Вот эти два человека были, фактически вели какую-то работу, но не очень активно. Причем Аяд Идигов имеет большую поддержку, его много людей поддерживает. Я к нему обращался вначале, но Аяд Идигов почему-то не ответил на все вопросы, которые я ему тогда задавал, и как-то не нужно было Аяду Идигову тоже, что кто-то будет там его поддерживать. Или мой настрой слишком вызывал подозрения у человека, еще какой-то причине. Но сказать, что я есть, этого недостаточно. Нужно вести работу в этом направлении. Нужно привлекать молодежь, нужно разъяснять. И большую работу нужно проводить. Ее не проводят. Ее не проводят. Но каждый сидит и ждет, что вот сейчас пошатнется кадыровская вот эта гауляйтерская система России, потом быстро побегут с русскими договариваться и там что-то можно. Я вообще категорически против с русскими договариваться. Русскими нельзя вообще ни о чем договариваться. Русские вообще они не имеют права, как сказал Джохар Дудаев, статус Чеченской Республики Ичкерия определен навеки вечное и не подлежит обсуждению, тем более с Россией. А после всего, что произошло после уже того последних событий, после геноцида, взрывов своих домов, потом обвинения нас, там дискредитация, там пытки, убийства, даже страшнее, что было в Первую войну, было во Вторую войну, мы не должны с русскими вообще разговаривать.
Это мое убежденное мнение. Я не собирался, если кто-то будет говорить, ну, наверное, если нужно будет, кто-то должен сказать, но я считаю, что мы не должны разговаривать с русскими. Единственное, что мы должны требовать, вывод войск немедленно. И ввод нам туда миротворческого контингента, международного миротворческого контингента. Пускай это будут грузины и украинцы, например, да, после войны, после победы Украины. Ну или любые другие, кто захочет туда прийти и так далее. И таким образом мы должны избрать себе парламент и президента. Вот в общих чертах так. А сейчас идет передел. Я говорил о развале, и мне люди на меня очень обижены. Я тут все карты всем попутал. У них все было здесь по плану, а я тут святая наивность пришел и начал тут, вот, Ичкерия, права, вот это, в юридическом, правовом смысле что-то доказывать. И им всех это не устраивает. Это что это такое? Они тут уже все поделили, порешили, они тут уже герои, настоящих героев уже нет, они в земле, или же они теневые, сидят сейчас, не говорят о себе, настоящие, я имею в виду. И остались вот люди, которые имитируют эту деятельность, и они теперь герои, они, оказывается, заступники чеченского народа и так далее, с чем я как бы в корне не согласен. И вот они планировали сейчас передел собственности, и он мне говорит, может быть передел развала, я говорю, будет развал России, он говорит, развала, может, России и не будет, говорит, но если будет передел, то тебе там места точно не будет, он мне говорит. Значит, передел, то есть смещение Кадырова, как вы заметили, в Ингушетии то же самое происходит. Сперва ФСБ, потом военные, потом ФСБ, потом опять военные. Вот так власть чередуется в Кавказских республиках, и Кремль делает ставки на тех и на этих. Ну, соответственно, там, Турция имеет, наверное, свой интерес, потому что ну, уже и карту они там Эрдогану предлагают и так далее, и так далее. Поэтому Турции, Турану и там Мурану, кому угодно придется с нами договариваться. Да, они, конечно, могут нас убивать, как русские это делают, но в любом случае убивать будут нас или нет. Если мы не боимся русских, то мы не боимся ни Турана, ни турков, никого бы то ни было. Поэтому с нами в любом случае придется договариваться. А договариваться придется на платформе Чеченской Республики Ичкерия Конституции 92 года. Это единственный правовой легитимный документ, на котором мы можем строить государство. Все остальное это будет подтасовка и манипуляция тем, что имеется. И от нас скрывается, что когда Советский Союз развалился, мы являемся, он и есть, об этом Гарри Табах говорил у себя. Потом он сказал, что он ошибся там и так далее, неправильно сказал там и так далее, и так далее. Есть документы, есть люди, которые знают, и чеченцы это знают, которые молчат об этом. Об этом молчать нельзя. Нужно что-то делать. Нужно выводить. И только так мы можем победить Кадырова. Если говорят, что вот Кадырова хотят свергнуть при помощи других ФСБшников, хотят свергнуть Кадырова. Но таким способом это не свергается. Ничего не поменяется. Система не поменяется. И смести Кадырова можно только законной чеченской независимой властью, то есть ичкерийской свободной властью. Только так и никак иначе. На другое не согласен чеченский народ. Чеченский народ 22 года здесь в Европе, 25 лет, 22 года с начала Второй русско-чеченской войны, находится как в замороженном состоянии. Мы ждем справедливости от этого мира. Мы ждем, когда этот мир начнет обращать на нас внимание. Уже устали многие, уже состарились многие, но мы надеемся. Но надежды не теряем, будем продолжать привлекать молодежь, разъяснять молодежи, что это и есть ваше будущее, ваше поколение. И мы таким образом должны в этом направлении двигаться. Вот как-то так, как-то так. Давайте я перемотаю, друзья.
Осколе, да, дай Бог, Осколе, дай Бог. Сбудется или не сбудется, Осколе, все в руках Всевышнего. Мы знаем истину, мы знаем правду, и мы эту правду будем доносить до людей. Да, Аллах, как мы можем, как у нас хватит сил. Закончимся мы, ну ничего страшного, зато я знаю, что я буду на правильном пути. Я знаю, что я не продался ни душу дьяволу, ни лжи, ни обману. Я знаю, что моему чеченскому народу нужно именно это. И это единственный выход из этой ситуации. А не оказаться потом в руках турков, талибов, пакистанских спецслужб там, или еще каких-нибудь, вырвавшись из российских спецслужб. У чеченцев есть такая поговорка: хих-хих-вед хейр-икан. Убежав, попробовав убежать от воды, попал в мельницу, ну, водяную мельницу имеется в виду. Водяную мельницу попал. Поэтому нам это тоже не нужно. Нам не нужно. Когда Израиль высказывал, сейчас Турция там говорит за Палестину и так далее, когда Израиль высказывал поддержку и недовольство России в войне против Чеченской Республики Ичкерия и поддержку Чеченской Республики Ичкерия, Турция молчала еще со времен Дуда. Это тогда можно было прекратить. Без страшных страданий чеченского народа, гибели стольких людей. Да. Так, друзья. Да, им нужны торпеды, говорит чеченяне. Абсолютно верно. Им не нужно ни один человек на этой земле не будет думать о нас, в первую очередь не подумав о себе. Ни одно государство. Почему у всех государств есть национальный интерес, а у чеченского народа и чеченского государства этих национальных интересов не должно быть? Ответьте мне. Почему мы должны думать о чем-то других интересах? У нас есть наши интересы. Да, есть общие, союзные, совместные какие-то интересы, планы. Но мы должны свои интересы ставить превыше всего. Национальные интересы чеченского народа – это самые важные и главные интересы для чеченского народа. Все остальное идет второстепенно. Только так. А ты не думаешь, что такие шпионы в окружении специально засылают, чтобы подорвать доверие к правительству ЧРИ, говорит мне Алексей Плахтарь. Алексей Плахтарь, мой номер телефона отлично знает и Ахмед Закаев, и кто-либо другой. Мне можно было позвонить, встретиться со мной и все полностью мне разъяснить, объяснить, зная, что человека просто в огонь бросали. Там очень много вещей. Про меня они тоже слухи распускали, что я засланный там и так далее. Туран не надо, должна быть независимая Ичкерия. Да, Осколи, только это нас устроит. Шариат как государственное устройство в корне противоречит правовому государственному устройству. Бывший конституционный судья Литвы, будучи знатоком своего всяких систем, это четко разъясняет. Да, Ибрагим Никархо, именно так. Так, друзья, Чечня это не Русь. Талдунбей, походу любитель шариата из Европы, никакие не может доехать до Афганистана. Талдунбей, я ветеран Ичкерии, это моя страна, это я сражался за нее. А что ты сейчас делаешь, Талдунбей? Что ты сейчас делаешь для того, чтобы продолжить? Или ты 2 раза выстрелил, все, я заслужил теперь пожизненно. Что ты сейчас делаешь? Стрелять и воевать это тоже не самое главное. Если у нас, у чеченцев, в связи с тем, что мы воевали, там у нас сражались, и кажется, теперь уже, даже если ты там в Сирии воюешь, если ты там на Украине воюешь, то все, этот человек, все, самый главный. Нет. Военное дело это военное дело. Политическое дело это политическое дело. Мы это должны четко распределять.
Вот сейчас есть в Украине война идет, занимаются сбройные силы Украины. Политический вопрос занимаются другие. Они консультируются, делают. Но когда есть война, сейчас войны нет. И если там кто-то воевал, ты воевал для себя, Талтумбей. Если ты воевал, ты не выдумываешь. Если. И вот с кем ты сейчас говоришь, с Ибрагимом Никархом, он тоже воевал. Тоже. И многие чеченцы воевали. И это не значит, что ты для меня воевал. Ты воевал для себя. И есть у нас государство. Государство Ичкерия. Ты не вышел воевать, чтобы его сменить, этот строй. Убрать герб с волка, и флаг заменить, там еще что-то, конституционный строй изменить. Ты вышел, чтобы отстоять свободу от оккупанта. Тебя твой президент Джохар Дудаев позвал, если ты на самом деле уходил. Вот, и все. На этом все заканчивается. Вот воевал ты, спасибо тебе. Все, закончится война, мы станем независимы. Мы докажем, что ты воевал, ты будешь получать пенсию, твои дети будут получать там пенсию, пособие, награду получишь. Что? Все. Датчика, я воевал, я видел очень много, кто воевал. Поверьте, я увидел столько за последние 3-5 лет. Очень много. Халифат устанавливайте в другом месте. Он говорит, халифат устанавливать. Нет, халифат не надо нам устанавливать что-нибудь в другом месте. Это я сражался. Дело, и если бы ты сражался, мне, например, стыдно было бы, если бы я сражался, написать, что я сражался. У русских Украина сильно чесалась, к месту и не к месту. До войны настоящий дочесалась. Продолжайте русский чесаться до Нюрнберга, дочешьте. Ибрагим, мы ему билет купим. Так, Талдуме устанавливает халифат. Слава свободной Ичкерии из Казахстана. Героям слава. Украины царем горы будет самый шустрый солдат. Нам нужны умные патриоты. Конечно. Насчет Гейропа, вижу, тут ты мечтаешь об этих. Ладно, все, Талтумбей, понятно с тобой. Друзья, давайте наш стрим тогда я подвожу к концу. Я надеюсь, это был плодотворный стрим. Я надеюсь, и украинцы, которые нас смотрят, немного узнали перипетию, потому что вам в случае проигрыша грозит то же самое, дорогие украинцы. Вас разделят там на разных там патриотов, националистов, каратистов и так далее. Поэтому, пожалуйста, не проигрывайте, побеждайте, не сдавайтесь. И вооруженные силы Украины — это сегодня самые главные защитники Украины. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия и Украина. Ассаламу алейкум. Адикюэль маш оэль.